Всем привет! И меня зовут Ольга, и вы на моем канале Вязание Вяжи Мама. Сегодня я вам расскажу, как я вязала халат. Банный, мужской. И по аналогии вы сможете связать халат родственникам, всем, кого захотите. Вязать мы будем вот из такой вот пряжи. Alize Puffy. Она такая мягкая, сказочная, можно сказать, такая плюшевая. Но это стопроцентная синтетика. Так что я не думаю, что в этом халате можно будет находиться очень долго. Потому что, сами понимаете, синтетика, она не всегда очень хороша к коже нашей. Но после бани, после душа, я думаю, в нем будет вполне комфортно, чтобы не переохладиться. Мысли о том, чтобы связать такой халат, я сама не думала вязать, меня натолкнули на эту мысль. Когда я вязала плед детский из пуфи, меня попросили связать из такой пряжи халат. Когда я рассказала, что из такого вяжу, там в интернете можно найти и халаты, и шапки, и одежду, меня попросили связать из такой пряжи халат, вот. И я заказала 3 упаковки вот такой вот пряжи. Alize Puffy. Цвет у меня какой цвет? Так, 530. И я так увлеклась вязанием, что словила себя на мысли о том, что я обещала вам рассказать, как я буду вязать этот халат, уже когда на стадии у меня осталось 3 мотка пряжи. Так что я сейчас вам буду показывать, а потом буду довязывать свой халат. Прежде чем приступить к вязанию, я изучила несколько видео на YouTube. Просмотрев их, я составила примерный план плетения этого халата. Но, если честно, некоторые моменты мне не понравились. Вот я их применила, и мне не понравились. Мне не понравилось первое, что все считают плотность, что 1 петля это 2 сантиметра, то есть 1 сантиметр это пол петли. Я бы сказала, что это не совсем правильно. И как по мне, то 1 петля это 1,9 сантиметра. Но все свои расчеты я брала из расчета, что 1 петля это 2 сантиметра. И рассказывать о своем вязании халата я буду уже исходя из этого. Но вы, когда захотите вязать, учитывайте, пожалуйста, вот эти все мои данные, что 1 петля это 1,9 сантиметра. Это я говорю к тому, что у меня получились не совсем те размеры, немножко на несколько сантиметров там меньше, чем я рассчитывала. И давайте мы попробуем нарисовать наш халат. Так, халат я буду вязать, вернее, вяжу мужской. Он такой прямоугольник. Так, по-моему, застежка на мужских вот на эту сторону. И поэтому я буду нарисовала вот так. Рукавчик. Пояс я уже вязать не буду. Для того, чтобы связать нам халат, нам не надо слишком много измерений. Нам надо окружность груди или бедер. Это смотрите, у какой размер больше. Длина изделия, соответственно, нам нужна. Так, ширина рукава и длина рукава. Так, длина груди. Я сама не снимала метки, мне их прислали. Так, 114, длина 112, ширина рукава 25. Но так как рукав все-таки в халате, он не должен быть слишком, в пройма прилегать очень близко к телу и быть слишком узкой, я сделала ширину рукава 28 сантиметров и длина рукава 70. Вот такие незамысловатые метки нам нужно для того, чтобы связать халат. Как я говорила, я брала за основу, что 1 сантиметр это 0,5 петли.
Но я здесь помечу, что я для себя сделала вывод, что петля это 1,9 сантиметра. Ну, смотрите, как вам удобно. Так, немножко в другом месте надо было писать, но не важно. Так как мы знаем, что халат должен быть довольно-таки свободный, я дала на свободу облегания 25 сантиметров. И плюс еще на запах тоже 25 сантиметров. Итого сама длина полотна у меня получилась 164 сантиметра. Это у нас длина вот этого прямоугольника, с которого мы начнем вязать. Итак, давайте я попробую нарисовать халат до пройм, потому что до пройм у нас идет незамысловатое вязание прямоугольника. Так, это здесь вот так. Здесь у нас идет прямо от пройм начинается скос полочки. Ну, вот так примерно. Учитывая, что мы все вот это сложили, у нас получилось 164 сантиметра. Вот это 164 сантиметра. Теперь нам надо высчитать вот эту вот высоту вязания до пройм. Мы знаем, что длина у нас 112 сантиметров, а ширина рукава 28 сантиметров. Итого это у нас получилось 112 минус 28. У нас получилось 84 сантиметра. Так что мы набираем так, 164 сантиметра, это у нас 82 петли. Вот 82 петли. И давайте мы сразу рассчитаем, сколько мы будем отлаживать на полочке, на левую полочку, правую полочку и спинку. Так, левая полочка, спинка и правая полочка. Итак, для начала мы рассчитаем ширину спинки. Для этого мы возьмем 114 плюс 25. Это ширина изделия без запаха. На запах у нас 25 сантиметров, мы их не трогаем. И того получается 139 сантиметров. 139 сантиметров мы делим на 2, чтобы была ширина спинки и ширина переда, и получается у нас 69,5 сантиметров. И путем математической пропорции мы решаем, ищем длину спинки. 69,5 это у нас х петель, а 2 сантиметра это у нас 1 петля. Итого х у нас равен 34,75 петли, но округляем до 35, так как у нас выходит, что спинка нечетное количество петель, а здесь у нас 164 петли, я округлила спинку до 36 петель. То есть у нас спинка будет 36 петель. Ну и теперь мы очень легко можем высчитать ширину полочек. Для этого нам надо 82 минус 36. Это у нас будет 46. Так, 46 петель это на 2 полочки. Но если разделить на 2, значит на одну будет 23 и на вторую 23. Вот такие несложные математические расчеты для того, чтобы связать нам данный халат. Итак, я переписала еще раз все расчеты, чтобы было более понятно. Окружность груди, длина изделия, ширина рукава и длина рукава. Это 4 расчета, которые нам надо. Также я еще раз
пересчитала. Я считала, что в 1 сантиметре пол петли. То есть 1 петля это 2 сантиметра. Переписала все расчеты. Сколько у нас что занимает. Сколько идет петель на полочку, одну, вторую и спинку. Но, как я говорила в самом начале, этот расчет я взяла исходя из тех видео, которые я смотрела. Но связав халат, я сделала вывод, что 1 петля это не 2 сантиметра, а 1 петля это где-то 1,9, даже может 1,8 сантиметра. Потому что если я брала в расчет, что 1 петля это 2 сантиметра, у меня вышла общая ширина изделия не 164 сантиметра, как я закладывала, а 158. Так что, когда будете проводить свои расчеты, может, все-таки посчитайте лучше, что 1 петля это 1,9 сантиметра. Итак, это была одна из самых главных, самых длительных частей нашего халата. Одна из самых важных. И сейчас мы приступим к вязанию. Вязать мы будем лицевой гладью. То есть берем наш моток, отсчитываем нужное нам количество петель, выкладываем вот так вот его, эту ленту, чтобы все петельки переворачиваем где надо. Так, где эта петелька? Смотрели в одном направлении. Вот так. Я вешаю на последнюю петлю маркер, ну, чтобы просто не сбиться. Вот, развернули мы петли. И посчитаем, что вот это все у нас 82 петли. Берем, тут у меня маркер висит. Так, вешаем маркер. Это чтобы не запутаться в первых рядах. Вот мы повесили маркер. Берем ленту, дальше тоже расправляем, но уже выкладываем так, чтобы петельки смотрели друг на друга. Так. Так. Вот так. Ну и по мере вязания поправляем петельки, чтобы они просто не перекручивались. И вот у нас последняя петля нашего ряда. И это уже следующая петля ряда. Мы их берем просто вот так перекручиваем между собой. Берем вот эту с верхнего ряда петлю, ее под низ начального ряда. И получается у нас вот такая вот петелька. И так мы вяжем до конца ряда. Вот так все вяжем. Поправляем петельки, потому что иногда они все-таки могут перекручиваться. Чтобы ваше изделие было красивое, не было никаких перекрутов лишних. Вот так вот. Вяжем. Вяжем. Ну, представим, что это мы уже довязали ряд. Представляем, что это уже ряд довязан. И для того, чтобы приступить к вязанию третьего ряда, мы опять берем эту ленту и уже расправляем ее в эту сторону. И вот у нас это последняя петля выходит, вот это первая. И опять мы вяжем лицевой гладью. Вот так. Вот так симпатично получается. Это узор двухсторонний. То есть вы можете вязать как лицевой гладью, так и если мы перевернем, вот,
у меня осталась пряжа, и я решила связать накидку, ой, на подушку, наволочку на подушку декоративную. Вот я вяжу ее. Видите, лицевая гладь, как халат. Но, в принципе, я могу ее вывернуть на другую сторону, и будет вот такой вот узор. Это будет изнаночная гладь. Смотрите, как вам какой узор нравится. Кому-то нравится такой узор, кому-то вот такой. Кому-то изнаночная, кому-то лицевая гладь нравится. Смотрите сами, это ваш выбор. Итак, мы связали прямоугольник до пройм. И сейчас нам надо уменьшить. Ну, рассчитали все, разметили, сколько у нас идет петель на правую пройму, на спинку, на левую пройму. Все рассчитали, поставили маркеры, чтобы не запутаться. И для того, чтобы вязать проймы и спинку, мы понимаем, что мы их будем вязать по отдельности. Да, вяжем по отдельности спинку и проймы. И на проймах мы будем уменьшать количество петель. Вот представим, что это наша пройма. Вяжем. Я начинала вязать с правой проймы. То есть вот это у нас правая пройма, да? Первую петлю мы точно так же провязывали, как и раньше. Вторую и третью мы складывали таким образом, чтобы вторая петля ложилась на третью. И провязывали их вместе. Вот, одно уменьшение у нас уже есть. Четвертую петлю мы провязывали как обычно. Пятую тоже. Шестую тоже. И так до конца ряда. Так, довязали ряд до конца. Так, вот довязали ряд до конца. Следующий ряд вяжем как обычно, то есть нигде мы ничего не уменьшаем, вяжем, просто перебирая петельки. То есть это у нас четный ряд идет сейчас полочки. В каждом нечетном ряду мы будем делать убавку. Так, сейчас я его довяжу. Вяжу на образце, потому что, честно, когда вязала, боялась, что не поместится просто в кадр. Он большой. Вот мы довязали ряд. Второй. Сейчас приступаем к вязанию третьего ряда. И опять точно так же. Первую провязываем, как провязывали, чтобы у нас тут получилась красивая такая цепочка из петель. Потом вторую и третью берем вместе. Складываем таким образом, чтобы вторая лежала над третьей. И провязываем. Во всех нечетных рядах мы уменьшаем. Во всех нечетных рядах полочки мы уменьшаем количество петель. Во всех четных вяжем, как и вязали. Вот смотрите, видите, надо быть внимательнее. Можно пропустить вот так петельку, будет некрасиво. Поэтому обязательно смотрите, потому что потом приходится распускать. Ну, зачем? Зря тратить время. Просто надо немножко быть более внимательными. И так я сделала 7 убавлений. Так, здесь не распустить. Когда мы будем вязать, это мы вязали правую полочку. Левую полочку мы будем вязать, вот свяжем правую полочку, потом свяжем левую полочку. Вот правую полочку мы отсюда начали вязать, связали ее.
Потом связали спинку, прямоугольник, тут без убавлений. Потом вяжем правую полочку, левую полочку. Для того, чтобы связать левую полочку, нитку мы будем присоединять вот здесь. И сразу в первом ряду у нас будет убавка. Вот представим, что это у нас левая полочка. Мы ее довязали, и у нас вот осталось 3 петли. В этих 3 петлях мы считаем первая, вторая, третья. Мы берем первую и вторую складываем таким образом, чтобы первая была под ней. То есть, и вот эту провязываем, как и провязывали, вот таким образом. То есть, когда у нас вяжется правая полочка, у нас наклон влево должно получиться. Когда у нас вяжется левая полочка, наклон вправо. Вот тут, видите, мы провязали, и тут мы даже видим, как оно уменьшается, в какую сторону смотрят петельки. Да? Вот так вот. Начинаем, вот все, мы связали. Мы связали правую полочку, спинку, левую полочку, отрезали лишние нитки, чтобы они нам не путались. И, предположим, вот это наши полочки мы начинаем убавлять. Начинаем убавлять с правой полочки. Вот, начинаем сшивать с правой полочки. Вот мы так сложили, это у нас полочка сверху, это у нас спинка. И начинаем сшивать. Берем вот 2 петли и продеваем вот так вот. Здесь у меня получилось 16 петель. То есть 16 петель полочки и 16 петель спинки я беру. Довязав таким образом ряд до конца, у нас получилось вот так, я начинаю соединять. Я беру вот эту петлю и вот эту и протягиваю вот так вот. Закрываю. Провязываем таким образом 16 петель вместе. Так, ну вот, у нас получилось так. Это мы соединили полочку и спинку. С другой стороны мы опять отсчитываем на спинке 16 петель, потому что левая полочка у нас тоже 16 петель. И вот здесь у нас остаются на спинке петли, которые, они одиночные. И мы их тогда просто, давайте я вот так заверну, чтобы вас не смущать, да. И мы их просто берем вот так, протягиваем. Вот такой рубчик получается у нас, да. Здесь у нас петли, доходим до этого места. Опять соединяем петли. Так, вот. Еще раз просто лучше пересчитать. Так, так, так. Вот это сюда. Вот это сюда. И вот это сюда. И тоже протягиваем их. Оп. Оп. У нас осталась одна петля. Вы ее можете, конечно, сразу подшить. Но я, чтобы было поменьше стежков, пустила ее в рукав. Посмотрите, как присоединила рукав. И вот такой вот
Вот видите, я тут не смотрела, а они у меня перекрутились. Некрасиво получается. Это я к тому специально сделала, чтобы вы внимательнее относились к поворачиванию петель. Что может быть? Вот сейчас мы сделаем, все исправим, чтобы была у нас красота. Ну вот. Вот такой вот шов у нас получился. Точно такой же шов, это я сделала на изнаночной стороне шов. Сейчас покажу, как он смотрится на лицевой. Вот. Видите, у нас ничего не заметно шов. Но так как я говорила, что этот халат, видите, имеет две стороны, и вы можете просто сделать его двойным. Также можно сделать этот шов снаружи. Ну, это ваше личное дело. Мне просто больше нравится изнутри. Мне не нравится, когда тут будет шов торчать. Смотрите сами, как вам больше нравится. Полочки у нас уже вот соединены. Вот шов внутри. Вязать рукав мы будем от проймы. Вот у меня тут хвостик. Я к нему привяжу моток. Так. Ух ты, как она трещит. И у нас расстояние между петлями, вот тут, да, оно меньше, чем вот здесь набранный край. И для того, чтобы полотно не стягивало, я провязываю по вот первые 3 вот такие вот петли по одной петле. Раз, два. Так, это я переложу сюда. 3. А в 4-ю я провязываю 2 петли. Это все для того, чтобы полотно не стягивало. Вот 2. И так до конца ряда. Ну, ряда по кругу мы вяжем, да? Помните, что это ж рукав. Раз. Два. 3. И в 4-ю опять 2. 2 петли. Опять. Раз. Разворачивайте свою ленту, чтобы, ну, пряжу, чтобы она не перекручивалась. 2. Раз. 2. Вот здесь одну. Я, чтобы вот эту петлю, которую мы заканчивали тут соединение, не ее развязать и не подшивать, не делать лишних швов, я ее тоже пропущу вот так вот. И она не будет видна. У нас получилось 1. Так. Этот хвостик мы туда, куда он вылез, прячем сюда. Потом все мы подошьем, и ничего видно не будет, ничего вылазить не будет. 2, 3. В 4-ю мы просовываем 2 петельки. Два. Так. Опять просовываем. Раз. 2. 3. Уже видите, скоро мы дойдем до начала проймы. В 4-ю 2. Опять. Ой. Раз. 2. 3.
четвертую 2. И я бы еще рекомендовала просунуть вот сюда еще одну петлю. Ну, это для того, чтобы не было дырки тут. Ну и продолжаем вязать, как мы вязали лицевой гладью. Вот у нас петля. И вяжем так. Вяжем на длину рукава. Как я говорила у меня в начале, что измерили мне длину рукава 70 сантиметров, но я длину рукава взяла за основу 65 сантиметров, потому что у меня пошло на сам рукав чуть больше 2 мотков на каждый рукав. Ну вот на один готовый, и на это точно так же пойдет чуть больше 2 мотков пряжи. И я, думаю, 2 мотка, они все-таки под своей длиной, тяжестью рукав будет вытягиваться немножко. И поэтому я немножко укоротила длину рукава, чтобы потом он не висел, как у арлекина. И вот так мы вяжем до конца. И когда мы закончим вязать рукав, я покажу, как закрывать петельки. Вот так получается у нас. Вот. Итак, мы связали рукав. И теперь нам надо его закрыть. Я пока ниточку не отрезаю. Хотя, может быть, надо... О, видите, как она легко рвется. Оторвала. И мы закрываем вот таким образом. Протягиваем. Смотрим, чтобы петельки у нас были развернуты в одну сторону, не перекручивались. И так до конца ряда. Этот процесс довольно-таки быстрый. Оп, 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 оп. Видите, получается у нас здесь такая красивая косичка. И вот практически мы ряд закрыли. Так, где у нас тут еще вот? Так. Вяжется довольно-таки легко. Главное выделить, при желании можно этот халат связать за несколько вечеров. Главное выделить эти несколько вечеров. Так, это я протягиваю сюда. Потом делаю вот такую петлю, чтобы ровно было. И подшиваю. Вот так вот. Чтобы было красиво. Конечно, можно попробовать так, это туда. Вот и сюда протянуть эту. Затягиваем. Да. Что-то я тут запуталась. И подшиваем. И рукав у нас готов. Вот такой будет рукав. Вот. Вот. 2,5 минуты и рукав закрыт. Так бы в любом вязании закрывать быстро. Ну и все. Вот наш халат готов. Он, как видите, очень большой. У меня тут даже не помещается. Я вам ставлю фотографии.
пару вечеров и новая обновка, подарочек. Конечно, этот халат не поносишь в нем, не посидишь очень долго, так как он полностью связан из искусственных ниток, искусственной пряжи, но для того, чтобы выйти из ванны, из бани и не попасть в эту слишком большую разницу температур, как бывает, он вполне подойдет, он будет сохранять тепло вашего тела и тепло тела ваших близких, кому вы будете их дарить. У меня пошло на него 14 мотков ровно. Сколько пойдет на ваши халаты, все зависит от ваших размеров. Но у меня тут не маленький размер, сами видите по расчетам. Так что примерно можно сделать вывод. Так, ну вот халат готов, весь не помещается. У меня на него ушло 14 мотков. Фотографии его я вам вставлю. И желаю вам чтобы и ваши халаты получились такие же замечательные.